Кыргызстан – светское государство, признающее свободу вероисповедания каждого гражданина. Светскость дает право на свободу вероисповедания и свободу для религии. Религиозные организации не могут вмешиваться в государственную политику, их деятельность регулируется законом о религиозных конфессиях, свободе вероисповедания и деятельности религиозных организаций в Кыргызской республике. 4 марта 1996 года создана Государственная комиссия по делам религии Кыргызской республики. Вначале это было агентство, и оно работало при правительстве. А в 2012 году структуру трансформировали в Госкомиссию, и она была передана в ведение аппарата президента. Госкомиссия по делам религии реализовала несколько программ, направленных на укрепление духовно-нравственных основ общества, предотвращение конфликтов, установление сотрудничества и развитие толерантности между религиями и конфессиями. Государственная комиссия по делам религии работала на основе концепции государственной политики в религиозной сфере с 2014 по 2020 год. Концепция направлена на улучшение законодательства в религиозной сфере и государственной политики, на укрепление светскости и повышение качества религиозного образования. Концепция, которая была принята в 2014 году, начала свою реализацию и завершилась в 2020 году. И эта концепция явилась одной из таких успешных, эффективных концепций. Реализовали тоже так же комплексно. Это не только Государственная комиссия по делам религии, да, это совместно с другими госорганами, с религиозными организациями. И очень большую поддержку оказали это международные организации. Улучшение системы предоставления религиозного образования реализуется государственная политика в религиозной сфере. Концепции во многом благодаря вот этой открытой позиции госоргана, такому активному вовлечению гражданского общества, она практически на 80% была реализована. Значительный вклад в реализацию концепции внесли международные организации, особенно Организация Объединенных Наций в Кыргызстане. Всестороннюю поддержку, в частности, оказывали ПРООН, Фонд народонаселения, Женский фонд ООН и ЮНИСЕФ. Это было сделано в рамках приоритетного плана миростроительства, подписанного аппаратом президента и ООН в рамках деятельности Фонда миростроительства ООН по предотвращению радикализации. С 2010 года программа развития ООН в Кыргызстане особенно тесно начала сотрудничество с Госкомиссией по делам религии в Кыргызстане. Прежде всего, это стало благодаря финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН, который поддержал реализацию в Кыргызстане нескольких больших программ по поддержке мира и стабильности, в том числе в области профилактики и предупреждения экстремизма. В Кыргызстане действует более 30 религиозных организаций. К 2021 году зарегистрировано 3348 религиозных организаций. Из них 2930 мусульманских, 404 христианских, 12 бахайских, 1 иудейская и 1 буддийская. Сами представители религиозных конфессий, встречаясь друг с другом, и всякий раз убеждают, что мы граждане одной страны, и у нас очень много общего, и вот на основе этих баз, этих платформ мы можем много делать для нашей страны. Религиозные организации или религиозные деятели не могут вмешиваться в структуру государства, в политическую структуру. Это верно, я согласен. Однако в некоторой мере мы должны внести значительный вклад в общественную жизнь. В этом плане считаю, что сегодня Кыргызстан намного опережает другие страны. В настоящее время разработан третий проект концепции государственной политики в области религии, которая будет реализована в 2021-2026 годах. В документе 5 основных направлений: укрепление светских правовых принципов, расширение государственно-конфессионального сотрудничества, улучшение качества религиозного образования и религиозных знаний, информационная политика, включая порядок освещения религиозных тем в медиа и интернете, предупреждение религиозных конфликтов. Подготовлен проект концепции на 2021-2026 годы. Если это было ранее то предупреждение радикализма и экстремизма, то здесь больше взять акцент именно в социальной сфере. То есть в социальной сфере у нас есть очень много проблем, да, очень много таких вот актуальных вопросов, начиная там с малоимущих или предупреждения насилия, семейного насилия, насилия по отношению к женщинам. То есть если объединять усилия, мне кажется, будет от этого только выигрывать граждане наши. Кыргызстан – многонациональное и многоконфессиональное государство, поэтому сотрудничество государства и религиозных организаций должно быть мирным. Светское государство способно уравновесить интересы и права членов различных религиозных общин, верующих, а также неверующих.